языка, защиту природных ресурсов и многие спортивные мероприятия проводим. И хочу сказать, что те слова, которые обвиняют нас в ее главах Ради Хабировича, у нас ни разу не было такого заявления или высказывания, чтобы мы призывали отделиться от России или ущемляли другие народы, проживающие в Республике Башкортостан. Мы любим свою нацию и уважаем другие нации. У меня много друзей и татар, и казахов, и русских, и много знакомых чеченцев, дагестанцев и других народов. Мы с ними тесно общаемся, дружеские отношения у нас. Поэтому обвинять нас в шовинизме это ни в какие рамки не входит. И хочу еще раз добавить, если я борюсь за интересы своего народа, я всегда пример привожу, да? Я люблю свою маму сильнее, чем, например, маму Руслана, да? И также у нас национальное движение, я люблю свою нацию и боремся за интересы нашего народа. Поэтому приветствую вас и готов ответить на все вопросы вашей беседы. Есть вопросы, начинайте задавать. Кто первый? Ну просто прокомментируйте последнее высказывание Ради Хабирова. Мы видим, что он настаивает на своей позиции, твердо, и даже повысил некоторых своих чиновников после Всемирного Курултая Башкирии. Я взял наиболее краткое пояснение названия. Шовинизм – это идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства с целью обоснования права на эксплуатацию и угнетение других народов. Найдите выступление башкорта, любого активиста, который направлен на угнетение других народов. То есть мы отвергаем обвинение в шовинизме. И второе понятие – расизм. Это совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о неравновесности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. Но в Башкортостане у нас какая раса? Одна. Европейская. Прежде всего монголия. И являясь единственной расой, это тураноиды, так, есть понятие такое. Мы не видим других рас здесь. Над кем превосходство тогда башкир? И поэтому тоже расизм и шовинизм мы отвергаем полностью как ложные, несправедливые обвинения движения башкиров. И потом недавно написал этот, как его, кандидат социологических наук. Он придумал вообще новый термин – этнорасизм. Откуда он вывел этот термин? Я искал вчера часа полтора, думаю, может кто-то такой написал. Но, к сожалению, определения, понятия такого не нашел. То есть идут на любые выдумки, чтобы обвинить в том, чего нет. Вот кратко. По поводу расизма еще хочу добавить, что у нас в Башкирии, как я как историк по образованию, знаю, что состоит из нескольких антропологических групп, да, то есть там есть вход и европеоидный, и монголоидный, и иранский тип. То есть невозможно, мы что, сами себя ненавидим, что получается. Сами себя башкиры ненавидим, то есть как организация башкир. То есть как бы вот это мы считаем, что Радио Хабирову либо предоставляет информацию, то есть, видимо, наверное, предоставляет информацию в каком-то искаженном виде о нас, и он, не проверяя ее, то есть выдает в эфир, что очень, скажем так, плохо и несправедливо по отношению к нам. Ну, можно добавить, или... Я вот участвовал в конгрессе Всемирного Курултая, я не слышал со стороны Радия Хабирова, нашего руководителя, здесь исполняющего обязанности главы республики, чтобы он кого-то, какую-то организацию или общественную организацию обвинял в чем-то, так сказать, или шовинизме, или национализме. Наоборот, он сказал, давайте совместно работать, найти точки соприкосновения, лучше, так сказать, друг друга понять, значит, привлечь к этому самых лучших людей. Значит, лучшие представители Республики Башкортостан, которые, значит, своим делом, своим, так сказать, жизненным путем
значит, привлек или, так сказать, республике дал понять таких людей, как Шаймуратов, 120 лет в этом году. Да, вот организация Башкорт сегодня заниматься, собирать деньги на эти цели. Значит, у нас 100 лет в этом году мы федерализм закладывали на заре советской власти. А почему-то мы пытаемся сейчас друг друга в чем-то обвинить о том, что кто-то сказал. И среди выступающих такого человека я не нашел. Мне было очень приятно во всех отношениях, потому что я не первый год участвую в общественной жизни нашей республики. Я являюсь основателем морского собрания республики. Вот там разные национальности, все участвуют. И они хорошие, и друг другу мы находим вот точку соприкосновения. Но бывает, конечно, всякие работы, если только человек не работает, может быть, ошибки не бывает. Можно я закончу свой вопрос? Я не успел его закончить. И другим тезисом Хабирова еще было то, что он утверждал, что нам не идти с национальными организациями, которые лезут в политику, то есть не приемлет вообще национальных организаций, которые занимаются политическими вопросами. Видимо, он подразумевает, занимайтесь культурой, там, языком или еще что-то. Вот что вы на это, как это прокомментируете? Политика и политиканство – это разные вещи. Нет, и на это можно национальные организации до этого были, будут, есть и будут дальше. От того, что мы сейчас исчезнем или уничтожат нас, посадят нас, все равно появятся другие. И в 90-х годах БНС Урал, и до этого в 17 году вот основатели нашей республики валидовцы, да? И в данное время мы же, я еще раз повторюсь, у нас нет такого. Все наши мероприятия проводятся в рамках закона. И поэтому не надо придумывать. Вот насчет Курултая, да, мы согласны, мы должны вместе работать. Сколько мы пошли, вот после того, как сменился руководство, да, поставили Динара Гайнуллина председателем, мы пошли, они пригласили нас, пошли, встретились, договорились, дальше вместе работать. Но после этого пропали. На словах. Мы подумали, ладно, сейчас пройдет Курултай в районах, да, пойдем изберемся делегатами и также будем участвовать. В итоге избрали меня делегатом Зилайского района. А сегодня по центральному телевидению Бадрам что говорит? Что Алчинова никто делегатом не избрал. Это что, вот там Зилаили, да, мои учителя, которые меня избрали, они в шоке. Вот если по центральному телевидению так врут, обманывают народ, но у нас 21 век, все понимают, все знают, как прошел Курултай и кто был избран. Вот это, если вот такое отношение к нам с Курултаем, ну, как вместе работать, вот это понять не могу. У нас же нет такого, мы готовы вместе работать. Уважаемые, разрешите мне сказать? Может, он закончится, да? Давайте мы все-таки придерживаться. И вот поэтому говорить, что мы не хотим работать с Курултаем, это неправильно. Это неправильно, вопрос ушел немножко по поводу национальных участия национальных организаций, политики. Дело в том, что... Раз уж завели речь про то, как было участвовали Давайте я в отвечу. выборы, Тут вопрос дайте от мне СМИ. прокомментировать, пожалуйста. Подождите, Да. у нас сейчас идет пресс-конференция Я со хочу СМИ. прокомментировать от имени Всемирного Курултая. Прозвучала претензия, поймите. Да, Есть прозвучала ответ. претензия. Я хочу прокомментировать. Небольшой, Извините, у конкретизирующий. меня вот такой вопрос. Вот вы уже второй человек, который выступает, не представляется. Я председатель исполкома Всемирного Курултая Башкир. Очень приятно. Меня зовут Искандер Илдашев. И вас тоже, я думаю, слышу, как зовут. Действительно, в районах проходили избрания делегатов. Это было и проходило, после чего были внесены изменения в положение об избрании делегатов Всемирного Курултая Башкир. Об этом, значит, были направлены письма, вот они за подписью председателя исполкома Всемирного Курултая Башкир, были направлены письма в районные Курултаи. Могу зачитать даже, они на башкирском написаны, что, могу сразу на русском даже перевести, что 31 мая 2019 года, значит, в рамках подготовки 5-го Всемирного Курултая Башкир исполнительным комитетом были внесены изменения в положение об избрании делегатов. Вот, в связи с которым и следующие изменения были внесены. Вот в соответствии с пунктом 14 прописывается, что делегатом 5-го Всемирного Курултая Башкир не может быть избран башкир, имеющий
непогашенную или не снятую судимость за совершение умышленного преступления, а также привлеченные в установленном законодательством Российской Федерации порядке к административной ответственности за нарушение прав граждан, общественного порядка и общественной безопасности. Вот хронологию я вам рассказываю, как происходило. Вот это письмо за подписью руководителя исполкома Северного Курултая-Башкир было направлено во все Курултай-Башкир районов и городов. После чего там состоялись заседания исполкомов, есть вот протоколы этих исполкомов, вот они, с подписями собравшихся, участвовавших в них. Вот справка с МВД, допустим, где были приняты решения, поставлены на голосование, и были приняты решения, что приводя в соответствие, значит, с принятым положением, в соответствии с внесенными изменениями в положение, некоторых людей исключить из этих списков. И об этом есть вот эти вот протоколы. Это вот протокол Зилаирского района Курултай-Башкир. И есть такой же протокол у нас из Ишимбайского района Курултай-Башкир. Вот. Это что касается, как это на самом деле происходило. Потому что когда я сам первый раз услышал, тоже это звучало так, что «гадатташлагандар», ну, что как будто просто вычеркнули, так скажем, неправомерно. И тогда действительно у людей возникают сомнения, как это все происходило, неужели это было так действительно все с нарушениями. А тут это был соблюден определенный порядок, определенные условия. Вы хотите сказать, все 500 человек вы проверили по базе МВД? Сейчас. Если я вот завтра займусь, возьму список членов делегатов и проверю на наличие штрафа, вы уверены, что я не найду? Речь идет о данном. Я за всех сказать случае. не смогу. Я говорю прошу только о конкретном Меня вот это случае. интересует, больше ничего не интересует. Мурзагалиев, Радик Потому что я найду Правильно сотню сделали там замечание, что не оплаченных штрафов. И уголовное дело. Вопрос к уголовному делу идет, а не штрафа. Там и Административные штрафы административные тоже разные. правонарушения Да, тоже в разные положении. бывают. Если это общественного характера, естественно, таких людей не должны были, потому что это международный все-таки Курултай республики, который представляет всех народов, всех республик, и в том числе Российской Федерации, и за границей люди, гости были. Мы же не должны показать там худших людей. Хорошо, спасибо. Дальше вопросы журналистов. На Курултай не будет. Вот я на свой вопрос. Да, по поводу участия национальных организаций. Смотрите, есть такие темы, как вот язык, допустим, да, природные ресурсы, как вот Таратау. Как бы она ни говорили, там, что язык относится там, к культуре, к образованию, может быть, Таратау, может, природа, республика, что это все равно политика. И как тут невозможно такая тонкая грань между политикой и другими сферами. Потому что когда мы защищаем язык, когда вот нас обвиняют, вот, допустим, в шовинизме, да, якобы мы защищали директора школы, который заступался за башкирский язык, там, да, то есть по указу там, СПЧ, приехала комиссия СПЧ, по ее там, просьбе уволили нашего там, директора. Но почему мы не должны были заступиться? К нему до этого никаких претензий не было, а тут раз СПЧ приехал, его уволили. Если нас называют людьми, которые, скажем, мы за то, чтобы башкирский язык изучался в обязательном порядке, мы этого придерживаемся. 3000 человек вышло на митинг за это именно. Они что, все шовинисты, что ли, получается? А в других национальных республиках, где требуют тоже возвращения государственных языков и возвращения статуса их, которым они обязаны обладать в своих национальных республиках, они тоже, что ли, шовинисты все? Это же неправильно. Вот это и есть политика, она, понимаете, она вот переходит вот так вот. По Таратау можно сказать, что когда Таратау мы защищали, было много препятствий. Я говорю, помню, что в администрации Ишимбайского района запрещали даже на концертах слово Таратау упоминать. В стихах вычеркивали, в песнях вычеркивали. То есть вообще сцену когда снесли, мы сперва Кукбуре защищала, то есть потом мы стали как бы переняли вот эту эстафету, да. После того, как Таратау защитили, сейчас Радик Хабиров говорит, что весь народ защитил этот город. Мы согласны, что весь народ, мы как наша организация, как частичка этого народа защищала. Но сейчас Куштау та же самая гора, ничем не отличается, близнец, тоже самое подвергается. Почему мы не должны ее защищать? Или что у нас, гор много что ли таких?
Уникальный этот. Тут тоже вот вмешивают ее в политику. Они думают, что это политика. Мы считаем, что это не политика, мы считаем, что это просто наше наследие. Может быть, в Рио главы имел в виду ваши предложения по поводу обновленного федерализма, где чистая политика будет в отношении между центром и регионом? По поводу федерализма, я же говорю, вот мы говорим абсолютно те же самые вещи, что говорили вот у нас здесь вот сидят представители СБМ, когда-то были, председатели даже СБМ. Они то же самое в 90-х годах требовали что? Федерализм. После этого сейчас многие эти люди занимают руководящие посты, как в Госдуме сидят, в Госсобрании Курултай, являются членами правительства, там, да, у нас бывшие СБМовцы, то есть которые также требовали федерализм. Почему сейчас то, что мы говорим, вдруг стало это каким-то запретным, шовинистическим, расистским? Ну, правильно же так получается. У нас Российская Федерация, если никто не забыл, и как бы, если мы требуем, чтобы федерализм соблюдался, не на словах, а на деле, то в чем здесь преступление? Мы не видим здесь. Договор, мы требуем, чтобы был подписан договор между Республикой Башкортостан и Российской Федерацией. Требуем тот договор, который требовали в 90-х годах наши ветераны Башкортостанского движения, которые смогли этот договор сделать так, чтобы он был подписан. В чем разница вообще? Почему? Вдруг что изменилось, что мы стали? Чем мы стали? Мы другие какие-то вещи говорим, что ли? Мы говорим за выход из состава России, что ли? Нет, не говорим. Мы говорим, чтобы гнать надо другие нации отсюда, с республики. Нет, не говорим. А в чем тогда наше преступление? Вот нас вот прям радикализировали, не знаю, до какого-то состояния, что мы там чуть ли не маргиналы нас называют, там радикалы. Может, радикальнее нас, потому что нет. Самого радикального Айрата Динхаева посадили, все, теперь мы стали самым радикальным, самым крайним правым крылом. Вот, вернуться надо к определению. Радикальный национализм. Что такое радикальный национализм? Национализм, я понимаю, национальное движение. Является ли преступление заниматься национальным движением? Если полгода назад президент России сказал: я русский националист. А почему башкирским националистам нельзя быть? И что касается радикализма. Радикальный — это означает, человек по каким-то вопросам имеет жесткое, не идущее на компромиссы мнение. Башкирский националист — это активисты движения Башкорт, являются радикальными националистами. Вопрос федерализма, соблюдать полностью Конституцию, чтобы Республика Башкортостан имел такие условия экономики, чтобы народ мог повышать свое благосостояние, а не то, куда мы скатились в 90-х годах. В 90-х годах, вы помните, сколько мы получали бюджет республики и сколько в центр отдавали? А сейчас в точности наоборот. Мы получаем 15-20%, остальные отдаем, и потом уже всякими окольными путями, как попрошайки, должны ходить наши исполнительные органы, просить деньги. И в том числе депутаты Госдумы обязали их выпросить гранты. Такого не должно быть. Распределение бюджета должно быть таково, что республика хотела работать и зарабатывать. С каждым днем все больше и больше. И чем больше зарабатывает республика, тем больше получает и федерация налогов. Просто элементарные, вот эти нормальные требования. Это радикальные требования, да. Потом движение Башкорт занимается объединением башкирского народа. Наш народ разъединен. Но возьмем вот раньше движение Кукбурек. Она была маленькая, она не могла быть большой, потому что у нас городские башкиры не имеют городскую культуру. Она еще не создана. А к ним деревенские не шли, потому что городские мажоры когда не могли находить общий язык. А СБМ в свое время находил, потому что верховодили деревенские как бы, идеологи были городские, и они общие нашли, и общее какое-то движение было. Сейчас Башкорт занимается тем же самым. Созданием городской культуры, учетом башкирской культуры, деревенской, потом по языку. То, что по языку неправильная политика, опять политика, велась в северо-западном районе, привела к татаризации тогдашних башкир. За пределами республики Башкиры тоже подвергались или русификации, или татаризации. Из-за того, что языковая политика республики велась неправильно. У нас куча диалектов в Башкирии. Что делается для объединения? В прошлом году, вот когда до Курултая образовалась группа по языку и начали создавать стратегию башкирского языка, которая привела бы
к единому мнению разных диалектов. И было предложено изменить в правительстве источники финансирования, объемы финансирования. Вроде согласились, и шуп, Курултай проходит, все хорошо, все прекрасно. Программа свернута, как было раньше, так и оставили. А где та стратегия, которую мы разрабатывали, активные башкиры, которые хотели действовать в области языка так, чтобы этот язык привел к объединению? В области религии. Но ни для кого не секрет, что башкиры это мусульмане. Но ислам многогранен. У нас, правда, в республике ханафитский мазхаб основной, суннизм. Но суннизм и ханафитский мазхаб имеют столько разветвлений, столько разновидностей. И используя это, мы опять разъединяем народ. В свое время Айдар Хабибуллин, с ним мы начали объединять. Но Айдара посадили на 4 года. И все дело провалилось. Тогда не было и ваххабиты, и салафиты, как мы называем, суфисты, сектанты какие-то. Все приходили и находили общий язык. Движение ваше занимается этим. А в итоге что мы получаем? Некоторые суфистские силы, которые признают только себя, авторитарные такие, называют их ваххабитами. Некоторые чисто ваххабитские, салафитские линии называют их ханбалитами. Что только не применяют. Хотя все эти писаки не имеют уровня образования в исламе нулевой. Мне начала одна писать, которая год назад мне говорила, что не верит в Аллаха, учить меня начала исламу. Я с 96-го года изучаю ислам и до сих пор не могу понять глубин его всех. И поэтому любое башкирское движение, в частности башкир, основан на 3 направлениях: язык, вера и культура. Но само собой запрос земли еще стоит, как основополагающее основание. Вот по этим 4 направлениям башкир двигается, и по всем направлениям двигается к объединению. А вопрос объединения, вопрос всегда был политический. Кто бы ни называл его там, нельзя вам политикой заниматься, пляски и песни только. Это глупость. Народ имеет право иметь свои суждения, имеет право двигаться, работать в пределах законов, которые существуют. Никаких законов башкир не нарушал. А то, что вот имел штраф, там отклонили, ну это же детские шалости. Я говорю, вот из 700 человек в МВД обратиться, штраф неуплаченный там за неправильные парковки и так далее, кучу найдет. Кучу! Не надо вот эти бюрократические бумаги. Мне, по крайней мере, показывать. Человеку, который уже 30 лет в этой общественной движении. Я с 88-го года, у меня номер 7, Банаис Ураби, удостоверение. Еще вопросы какие-то? Нет, все-таки я думаю, что у нас если пресс-конференция, то мы должны как-то... Вот одни некоторые пытаются тут сказать о том, что федерализм в вашем понимании вот так. А почему вы не хотите сказать, что мы идем, развиваемся, и Российской Федерации? Мы в разных ситуациях уже побывали. И у нас война была в Чечне, в Северном Кавказе, значит, из-за федеральных проблем. Значит, у нас были, так сказать, республики. А вот если так, вот экономически читать, почему рядом республики, области на сегодняшний день более экономически выгодны и сегодня находятся? А где ваша у нас Башнефть? Куда ушло? Кто его продал? Кто перевел? Нет, подождите. Вот видите как. Подождите. Есть вопросы, которых необходимо сегодня вот нашему руководству решать. Они и предложили. Давайте обсуждать. Значит, не надо, так сказать, на крайности идти сегодня. Я думаю, что найти общий язык, пообщаться нам и почаще, наверное, о том, что и в рамках республиканского, значит, Курултая, значит, как сказать, вот и Конгресса, и исполкома работает. Ну и, конечно, средства массовой информации иногда перекашиваются, понимаете, в разные стороны. Неправильно дают информацию о тех или иных людях. И в результате получается неправильное восприятие. Можно я вопрос задам конкретный? Скажите, пожалуйста, меня зовут Сергей, я представляю газету «Аргументы недели». Вот хотелось бы получить вашу конкретную позицию по этим ключевым вопросам. Например, вот давайте коротко. Конкретно, вы за обязательное изучение башкирского языка, то есть вообще образовательной школы с 1 по 10 класс?
Тут да или нет? Да. То есть, да, то есть независимо от какой национальности, люди должны с 1 по 10 класс Такой необходимости, наверное, учить нет. башкирский язык, там, ущерб русскому, английскому, французскому. Уточнение. Башкирский язык башкир по национальности изучает в полном объеме, чтобы знать. Вот мы в данном случае мы говорим Давайте я про вам национальную отвечу. республику. То есть за обязательное изучение. Коротко отвечу. Можно, чтобы раскрыть немножко этот вопрос? Понимаете, у нас башкирский язык является государственным языком Республики Башкортостан. У нас два государственных языка. Русский и башкирский. Они абсолютно равноправны. Да. Вот. Русский язык изучается в обязательном порядке. Башкирский до какого-то времени не изучался в обязательном порядке, сейчас, к сожалению, не изучается. Но у нас видите, какой парадокс? Иностранные языки изучаются в обязательном порядке, то есть не родной для моего ребенка, скажем, язык изучается в обязательном порядке, Даже а родной ему язык он должен изучать по заявлению. Но это, согласитесь, что это парадокс? Это раз. Во-вторых, давайте просто трезво взглянем в глаза. У нас соседи кто живут? Татары, башкиры, чуваши, то есть башкир много живет. И я сомневаюсь, что 90% обучившихся в школу потом поедут в Англию или куда-то, или во Францию, чтобы им язык пригодился. То есть люди изучают язык иностранный в том случае, когда он им уже действительно нужен в области работы или еще где-то. Но башкирский язык, ему, мне кажется, более выгоден, если он выйдет, соседки свои скажут «Хаума халеразнесик». То есть он элементарный, Мы здесь не говорим о говорю, полезности, неполезности, здесь мы говорим о свободе воли. Или мы заставляем, или не заставляем. Хорошо, с этим мы согласны с тем, что нужно менять методику. Абсолютно согласны с этим, потому что она неправильно преподавалась, возможно, ущербно где-то в каких-то местах. Но если поменять методику, если привлечь специалистов, если заинтересовать, поощрения какие-то делать, я тогда думаю, и заставлять никого не будет. Тогда Необходимости Понятно. условия Хорошо, с созданы. этим вопросом ясно. Давайте второй вопрос. Можно Вот дополнить? очень много в разных выступлениях часто звучала Хотел идея. дополнить, можно? Да, Задаст можно вопрос, я задам да. вопросы? Я Да. Потому что на ваш вопрос ведь. вот недостаточно этого ответа. Тут это покороче. Во многих выступлениях часто звучало, что вы за, скажем так, достойное представительство, скажем так, сынов башкирского народа в органах власти, в общественных организациях и так далее, и так далее. Вот я не совсем честно понимаю, что это такое. То есть вы, как в старые советские времена, за квоты какой-то, чтобы там, грубо говоря, третий секретарь горкома ЛКСМ был обязательно башкиром, то есть вы за какой-то процент титульной нации в органах власти, или что это? Вот как здесь, как в этом разобраться? да, мы считаем, что исходя из того процента, который живут, они все должны достойно представлены быть во власти. А это не расизм Поясните, или не да. шовинизм? Как вы считаете? В чем шовинизм? Объясните. Ну, я считаю, что нужно исходить из деловых качеств, а не из Значит, вы хотите национальности. сказать, что у нас башкир много глупых, что ли, которые не достойны? Я хочу сказать, что у представителя любой национальности есть Есть деловые право, да. и качественные Конечно, знания, нет, что а у нас- каждый из них подождите. достоин занимать место где бы то ни было, вне зависимости от У нас национальности. кто-то отказывает по национальности, что ли? Так и вы же вот сейчас тут говорите, Мы что не для отказываем, башкир мы должны за быть то. квоты. Разве нет? Мы за то, чтобы были пропорционально представлены. в нашей Ну вот это республике. и есть расизм же. Какой Это и расизм? есть расизм в чистом В виде. чем расизм? Нет. Ну как Ты нет? же историк, ты же знаешь определение расизма. Да. Ну, Даже одна ну, раз. хорошо, я понял. То есть советская политика, вы считаете, была расисткой, да? В В области определенной национальности. степени, да. Да. Конечно, они четко делили по национальности. А Теперь сейчас я можно считаю, говорить, да. они четко делили по национальности. Это как бы не секрет абсолютно. А сейчас, в связи с тем, что у нас даже в паспорте исчезла графа национальности, я считаю, что, в принципе, как бы политика стала менее российской. Вот так. Хорошо, давайте тогда вот этот вопрос рассмотрим несколько Да, под другим углом. Тут достаточно позиции Хорошо. общественной организации, рассматривать его, конечно, не нужно. Ну и третий вопрос, вот я не совсем понял, по земле. Что значит вопрос по земле? То есть вы считаете, ну, земля это, как бы, скажем так, достояние многонационального народа там, России, Извините, да? А вы как По считаете? земле больше 50% приватизирована федеральная собственность. Земли в Республике Башкортостан, если вы не в курсе. Ну вот я, например, гражданин Российской Федерации, что? Больше 50% является федеральной. Мы, граждане, живущие в республике, не имеем права вступать туда ногой. Без их разрешения. Понимаете, что я сказал? И порядка 1% приватизировано гражданами республики.
Пока мы хотя бы вот оставшиеся часть не приватизируем в пользу республики, районов и граждан, то мы живем на чужой территории, получается. А какая земля должна быть приватизирована, я не совсем понимаю. Она сейчас в чьей собственности находится? Нищие. Вот больше 40% не оформлена, она нищая. Так Резерв. у нас в республике У нас, более 40% смотрите, знаете, это какой- пустоши, Вот которые ничем не засеяны и которые брошены Вот их уже не на надо протяжении там, приватизировать. 50 лет. Их знаете, не вот надо как парадокс какой получается. Когда вот, допустим, находят какой-то полезный ископаемый здесь, да, не спрашивая мнения местных жителей, с Москвы идет указ, что нужно разрабатывать здесь и добывать это полезное ископаемое. Но меня, Вот это сейчас, вот неправильно. меня это тоже возмущает, но в Вот Конституции это- написано, это- что недра находится Да, в собственности Российской К Федерации. сожалению, вот именно что статью 10 из Конституции Республики Башкортостан убрали, где было написано о том, что Да, все там же недра есть Конституция России, принадлежит к национальному народу Республики Башкортостан. Недра и полезные ископаемые. Вот это вот, если бы вот эта статья была бы, и она работала бы, у нас бы не было такого, что вот захотели там сейчас в Абзелиловском районе народ возмутится, что у них там карьер собирается без их разрешения. Это. Ну, вы А правильно на говорите, Буралтае что, вопрос- в принципе, в Они 90-е пытались годы пойти, такие как бы лозунги проходили, но в 90-е годы у нас страна была как лоскутное одеяло. Однако прошло 20 лет, что-то изменилось, в том числе ушли и вот такие вот явно противоречащие федеральному законодательству и как бы и пункты в Конституции, и ушел тот же договор между Россией и Башкирией. Ну, в принципе, как бы я понимаю, что вы пытаетесь бороться в этом направлении, так ведь? Но вот, например, по земле я так четкого вопроса не получил. То есть, какую землю вы собрались приватизировать, у кого вы ее собрались, вот как бы, из чьей собственности, в чью собственность переводить? Наши граждане должны приватизировать в свою пользу сельское назначение земли хотя бы. И колхозные леса. Так их уже приватизировали, их раздали в качестве Колхозные паев. леса еще нет. В качестве паев их раздали уже достаточно давно. Не оформленный, я еще раз говорю. Вы покажите хоть один документ федерального реестра, что Иванов, Федоров, Петров имеет землю в своей собственности. Возьмите любой сельхозкооператив, Но он нет создан этого. из паев. У них в аренде везде. Ну, сложно мне Есть сказать. еще Там, следующий это вопрос. или аренда налог. Ну ладно, хорошо, все, Ну, эти нет проблемы, вопросов. конечно, будут существовать, пока есть люди. Но в Архангельском каждый районе день. вон шум поднялся. Немец приехал, 40-летие победы, что ли, или 60-летие. Ему отдали землю. И местные говорят, почему ему дали? А это земля Да, не да. ваша. Ну, это справедливые вопросы, естественно. Они возникнут, и индивидуально их надо И чем решать. дальше, тем лучше, тем хуже будет. Миллион в Зеленчуринском районе. Оренбургский приехал фермер, взял все земли, не спрашивая у местного населения, то есть у них не спрашивая, их не все паевые земли отдали ему. Пока они не подняли, сходник не провели, потом только смогли вернуть они обратно эти земли. То есть вот в чем вопрос-то. Потому что с мнением местного населения вообще не считается. Ну, значит, вернули. Есть люди, которые виноваты. Значит, без администрации этот вопрос не решался. Вот сегодняшний день у нас руководители республики стараются, наоборот, говорят, давайте вот то, что там нашли, так сказать, незаконные добычи, значит, ледника, там, в другом месте, так сказать, не так построили. Все это надо не в один день, и вот в комплексе, если мы вместе будем работать, общественные организации будут подсказывать, тогда будем решать. Вот в том-то дело, вот сейчас все политологи говорят, федерация так закрутила гайки, что начнется недовольство регионов. Это на выступление, это же не секрет. Ну, нужно Мы наверное, тоже на ваш информировать нужно. На ваш вопрос мы хотим сказать, что мы готовы работать. Мы и начинали, когда пришел Гайнуллин, я говорю, вот мы встречались, готовы были работать. По антиалкогольной программе наши ребята ездили везде. По БСТ этих людей показывали, вот Эльмира, пожалуйста, показывали там. Да, Дамир Гайнуллин в открытом эфире говорил, это наши ребята работают. Он никуда не ушел, он в составе Я исполкома, он не тоже работает. говорю, что он ушел куда-то. Я говорю про то, что мы всегда готовы работать. К сожалению, нас выставляют, как будто бы мы какие-то, понимаете, отверженные. Вот в чем вопрос. И в последние дни вообще информация пошла, Башкортостаном там, Да, что мы там то эти Рахимовым, то Хабировым, то эти куплены. Сарбаевым. Хотела уточнить насчет этого. Что вы думаете по поводу статьи, по-моему, она позже вышла? То, что вы связаны через Идельбаева, Ахмедшина и Гайнуллина были связаны с Хамитовым и Данилом Азаматовым. Вот. Так сегодня они Если написали вот уже. это неправда, то тогда вот такой вопрос.
поступали ли вообще такие предложения со стороны власти? Нет, сегодня вообще написали, что связано с Кисимбаевым и Бадраном. По совместной сценарию сделали провокацию на Курултае. В результате Бадранов и Кисимбаев получили повышение. Сегодня вообще такую статью написали. Вот за эти 5 лет, я знаю Башкор с самого начала, называли Сарбаевскими, Хадировскими, тогда Хабиров в Москве сидел, Рахимовскими, кем только не назвали. Никому в голову не пришло, что молодые активные ребята могут создать свое предприятие, сами финансировать и заниматься за идею. Потому что люди привыкли работать за деньги. Даже общественная работа. У нас много же политологов, журналистов, в кавычках, которые любят вот это писать, что мы под кем-то, на кого-то работаем, на Сарбаева, чуть или на Хамитова, на Хабирова, на Рахимова. И много нам пишут, спрашивают тоже. Из информации и спрашивают, почему так пишут. Такие были и будут. Мы как вот, Аллах свидетель, да, мы вот офис снимаем 15 тысяч, каждый месяц скидываемся сами. По 500, по 1000 рублей. Кроме этого, нам семьи надо кормить. Вот он в субботу, воскресенье Руслан ездит на стройку, зарабатывает деньги. Ну, то есть у всех, мы все такие же ребята. Поэтому обвинять в том, что чего не было, это глупо. Можно вы можете написать, что Эльмир тоже получит повышение, он будет ходить в красных штанах. У меня вопрос. Выработала ли организация какую-то позицию по отношению к выборам главы региона, которые у нас состоятся 8 сентября? И что будет организация рекомендовать своим сторонникам? Но по выборам рановато еще говорить конкретно что-то. Потому что Не тогда, вы так говорили месяц назад, извините. но и сейчас Есть судебные кандидаты? дела идут, дано иски об отстранении Хабирова, об отстранении этого Зульфию Гайсину, об отстранении всех. 3 иска в судах. Может отстранят всех. Что только сейчас кричать караул? Я поддержу коллегу и уточню все-таки вопрос. Вот вы сказали, что это все политика, и Башкорт вправе заниматься политикой, как любое национальное движение. Считает ли себя Башкорт политическим противником Хабирова именно сейчас, в настоящий момент? В этом нет ничего зазорного. Можно быть политическим противником Путина, Жириновского, Суданова, там, или еще что-то. Давайте мы начнем с того, что... Давайте начнем с моего вопроса. Да, так, я об этом и веду речь. Немножко я разверну на 180 градусов ваш вопрос. Вы сказали, считает ли Башкорт противником Хабирова? Хабиров объявил их, Башкорт объявил противником. Да, он считает, он считает. А теперь им нужно сделать свой ход. Сейчас они определятся. В том числе. Вопрос, когда вот Хабирова, да, мы поддерживаем борьба с алкоголем, да, увеличение инвесторов, смотря, конечно, инвесторов каких, если не будут уничтожать нашу природу, пожалуйста, в некоторых вопросах. А в некоторых вопросах нет. А каких вы не поддерживаете? Ну, по Куштау, допустим, не поддерживаем. А так мы не считаем его противником, мы вообще считаем... Ни разу не было, чтобы мы против Хабирова что-то писали. Да. Тот же Эльмир в Курултае, да, он даже, если внимательно обратить внимание, когда при выступлении, он даже поддержал Хабирова, сказал, единственный башкорт, когда я приехал сюда, да, вы его подставляете. Там же не только меня и Эльмира исключили из списка, там и Кугачинский, и Шимбайский, и Учалинский, много из наших ребят исключили из списка. По поводу выборов мы, скажем так, еще не проводили собрания и не было решения. Будем мы за кого-то голосовать, не будем за кого-то. Будем призывать за кого-то. А так опереточные кандидаты там, Если честно, все понятно, что выиграет Хабиров. Тут как бы, ну, Все, может быть, идти или не идти на выборы, вот такие вещи бывают еще. Ну, так, да, ну, а потом вам с ним придется иметь дело, если он выиграет. Он так и так выиграет. Он так и так выиграет. Его политика. Поэтому в любом случае придется дело иметь. Ну, если мы хотим, чтобы республика комфортно двигалась, конечно, надо идти на выборы, нормально проголосовать, призвать все население, и тех, кто сторонники ваши, и наши сторонники. Я думаю, что это правильно. Самое главное в том, что найти во всех вопросах можно точки соприкосновения найти, можно компромисс найти и двигаться вперед. Никто не говорит о том, что кто-то сегодня там радикальный вопрос ставит. Мы же никому не объявляем войну.
никому, так сказать, там, не объявляем вне закона кого-то. Или, там. Вот Стараемся найти точку по поводу вот соприкосновения. этого. А в споре бывают, естественно, такие ляпсусы, которые бывают и через средства массовой информации. Нашу организацию пытаются постоянно куда-то какой-то скандал засунуть. Вот между собой какие-то группы, скажем, влияния между собой ссорятся, я как сегодня написал пост, да, вот, Руфа Рахимова там с Мурзагловым что-то там, не знаю, не могут поделить. И нас постоянно туда засовывают. Не надо нас трогать, мы сами по себе. Мы ни к Рахимовским не относимся, ни к каким-то другим. Мы вот сами по себе, и у нас есть свое мнение. Мы как шли 5 лет назад, так и идем до сих пор. Понимаете, я же говорю еще раз, мы ничего радикального не говорим, ничего экстремистского не говорим. Вот у нас есть своя позиция. Мы, еще раз говорю, у нас нет ни одного поста или заявления, которое было бы против Хабирова. Так как мы выступали против Хамитова, такого не было, нету. И пока нету, потому что пока еще он действительно, народ верит ему. Ну, если посмотреть, все равно люди вообще в сети, в общем, да, воспринимают вашу организацию в негативном плане и воспринимают вашу организацию как экстремистскую организацию, понимаете? И когда вы выступаете со своими вот этими требованиями, люди это воспринимают именно так, как они это видят. Они вас видят экстремистами, и в этом плане они убеждаются, когда слышат про обязательное изучение башкирского языка. А вы против, да? И вообще, если говорить о языке, я за то, чтобы башкиры изучали свой язык. Вот. Но чтобы не было насильственного изучения. Не насильственного. Вот. Обязательно. Чтобы, это разные вещи. Нет, чтобы изучение было в рамках культуры, чтобы человек хотя бы знал, как сказать здравствуйте, до свидания. Но это не значит, чтобы это отдельно. Извини, ты назвал экстремизм. Экстремизм статья уголовная. В чем экстремизм? Я говорю, что люди воспринимают вас так, когда вы свои требования. Это уголовная статья. У нас 60 тысяч подписчиков, и там почитайте, какие комментарии, скажем, о нас идут. Никто нас не называет экстремистами. Вот экстремистами называют вот несколько людей определенных, да, у которых есть своя позиция. Не знаю, на чем основывается их вот это. В чем экстремизм? Экстремизм это когда человек, когда какая-то организация или какой-то человек говорит об отделении. Переступил черту. Отделение или что-то, вот, оскорбление других. В чем проявляется наше оскорбление? Или там, примеры какие-то есть? Примеры есть. Давайте. Я вот как военный человек могу, как военный комиссар, еще 90-е годы, в 98 году впервые у нас в республике были зафиксированы люди, которые арестованы были в Афганистане американцами. И в Гуантанамо эти товарищи двое попались. Значит, действительно, да, выходцы из Башкирии. Значит, эти люди пошли воевать и поддерживать. И на сегодняшний день такие люди есть. Мы знаем, что они такие есть. Значит, в Сирии. Есть и хотят, нет, люди, которые поддерживают. Вот они здесь причем, а если человек неправильно воспринимает, воспитание отсутствует, и некоторые, вот здесь разные люди, и по-разному понимаем друг друга пока. Значит, а друг друга мы должны стараться понимать вот в разговоре, в беседе, в воспитательной работе, так сказать, общественной работе. Вот раньше, да, был комсомол, ругали, пионер там и так далее. Все было. И вот от чего у нас сегодня... Речь идет о нашей организации. Причем здесь мы-то... Вот вы же вот молодые люди пока еще. Значит, Нет, мы согласились. Радикальные. Да, радикальные требования есть. Есть радикальные. Можно их отшлифовать. Эти требования можно прийти к единому мнению. Если бы мы были экстремистской организацией, нас бы закрыли давно-давно. Закрыли бы просто. Да никто не собирается закрывать. А вот вы сами действительно, как вы для себя-то сами объясняете того, что вы такие белые пушистые, а вас считают экстремистами? Вот сами, ваше объяснение, это какие-то злые козни или еще что-то? Потому что на сегодняшний день те вопросы, которые мы понимаем, больше никто не понимает. И получается, что мы выходим на самый крайний правый план. Понимаете? Самый радикальный получаемся мы. Да, так и есть. Но мы говорим те вещи, которые в рамках закона все. Понимаете? Да, я согласен. Ну вот. Можно еще зачем? Я правильно понимаю? Вы себя называете радикальными националистами, и это вас нисколько не смущает? Нет, мы не А почему она должна смущать, если это по закону? Подождите, Саид Агай... Если Путин говорит, я русский националист, радикальный. Саид Агай, подождите. Мы не радикальные националисты. Мы национальная организация, которая, скажем, поднимает те же самые вопросы, которые поднималось все время до этого башкирское национальное движение. Вот и все. Но мы не радикальны. Если какие-то наши вопросы называют радикальными, но
от того, что их назовешь радикальными или не назовешь радикальными, они же от этого не изменятся. Если мы требуем, допустим, чтобы соблюдался федерализм, если мы требуем, чтобы язык, если мы требуем, чтобы природные ресурсы не трогали, то в чем это радикализм? Для кого-то, может быть, это радикализм, который готов, допустим, да, чтобы вот язык, как вы говорите, изучался в добровольном порядке. Для кого-то, может, требование башкирского языка как обязательного считается радикальным. Ну, вы считаете так, но мы себя радикальными не считаем. Для нас это нормальные, естественные требования. Скажите, пожалуйста, есть еще какие-то факторы, оказываемые на власти давления на членов организации, на активистов, о которых вы просто говорили на прошлой неделе? Продолжается? Можете рассказать? Пример. Недавно был случай с Ильином. Вы имеете в виду машину? Да. Машина также поступает, у нас тоже знакомые работают и в силовых структурах, и в администрации. И Аня тоже предупреждает нас, что хотят принимать меры, хотят посадить самых активных. Вопрос с нами решить. Да, решить вопрос Василия. Поэтому мы, воспользуясь случаем, хотим заявить, что мы никакие не экстремисты. У нас нет наркотиков, нет оружия, нет экстремистской литературы дома, если будут проводить обыски. Поэтому вот. Вот здесь вот уже третий день подряд возле нашего офиса крутятся какие-то молодые люди в капюшонах, все пытаются проникнуть через балкон к нам в офис, пытаются какой-то сверток передать Фаилю. Вот приходили, вот как девушка, которая вообще к нам никакого отношения не имеет, передайте это Фаилю, сам в капюшоне, там камера, говорит, у вас есть? Да, тогда я, говорит, не буду заходить. Вот этот сверток передайте Фаилю. Он говорит, я, говорит, ничего не буду передавать, говорит, я его не знаю. Вот. Понимаете, вот такие вот способы идут. То ли это запугивание, то ли это что-то. Мы вот не удивимся, если нам что-то подкинут сюда, вот, а потом придут здесь с обыском и скажут, что у вас здесь спром с оружием, наркотики или еще что-то. Или запрещенная какая-то Скажите, вот сейчас Александр пояснил, что вас исключили из-за того, что были проблемы с делами, да? Вы согласны с этим, что среди делегатов я сам не имею вообще. Они не согласны. Согласны. Не согласны. То есть те, кто имеет штрафы и какие-то административные дела, они могут участвовать. Нет, подождите, хочется уточнить. Исключали, к вам вопрос, исключали за непогашенные какие-то административные дела, то есть неоплаченные штрафы, или за то, что были когда-то штрафы? Можно вот это уточнить вопрос? Надо сначала уточнить, там не было речи вообще о каких-то штрафах административных. Потому что Кто-то озвучил, слова штрафов там нету, там есть административные правонарушения. Наличие вот как административных правонарушений. То есть то, что они когда-то были. Да. Но смотрите, получается, что любой человек, у которого когда-то было нарушение по правилам ПДД, допустим, да? Там и подождите, уголовная подождите, давайте, это тоже административное правонарушение. Или там прям в скобках написано, что без правил, без нарушений ПДД. Там написано, что административные правонарушения, привлекавшиеся... Ну, значит, за ПДД тоже. Да. Получается, ну там 90% можно было исключить. Это, конечно, вот ваше внутреннее дело, назначать такие квоты, ограничения. Это называется водитель сразу но при таких условиях Махат Махани никогда бы не возглавил Индийский национальный конгресс. Данир Гайнулин, если мы знаем, на него заводили уголовное дело. Да? Я не знаю, за что еще, но заводили. Я просто вопрос, 2 раза. Он что теперь? Он был этот, его, получается, тоже не должны были допускать, что ли? Мы не говорим, что его осудили или признали. Вот то, что имеется в виду, что на него уголовное дело заводили. Административное правонарушение могли на 99% завести. На Фаиле завели, сказали, что он штраф не оплатил. Он оплатил, и штраф, у него есть все корочки для этого. То есть как, на каком основании были исключены люди, вообще непонятно. Вы понимаете, чем руководствуетесь? Тем, что есть протоколы решения об исключении из списка делегатов. Районных. Да, районных. А решение на основании чего? Заседание? Ну, а какая причина была? Ну, там, наверное, определяли протокол как-то. по Каждого Желаевскому спрашивали. району
Курултай башкирский. Нет, народ Ну вот собирается. Базилайскому объясните, пожалуйста. Собирается небольшая кучка. Базилайскому объясните, пожалуйста, на каком основании вы исключили? Мы Я не можем за- объяснить основания. Это протокол Зелаирский, понимаете? Это всего лишь ксерокопия. И вообще много вопросов к организации и, допустим, к составлению документов и бумаг прежнего, да, оргкомитета в том числе. Так как То есть вы признаете, что это вполне возможно было неправомерное решение? Нет, я этого не признаю. А Я как? хочу сказать, к составленному положению можно было бы его точнее, допустим, написать и все, что этого касается. Относительно положения об избрании. Но вы сами себе противоречите. Фактически вы говорите, что это дополнение принимались в торопях принимались. Я это утверждать не могу, так как Поставлена я задача перед тогда я прежним не руководством. работал. Вы хотите меня переключать, что ли? Давайте не будем перебивать друг друга, ладно? Итак, Я я даже еще не раз хотел сказать. Я повторюсь. То есть в торопях этот документ с ляпами. Так? Дальше. Я этого знать не могу. Почему? Вот правильно Алсенов говорит, куча людей решает эту проблему. Вы можете объяснить? Правомерность вот этого вот документа. Вы можете Я объяснить? на такой риторический вопрос тоже отвечать не буду. Хорошо, Ну, не отвечайте. Если он не ответит, я вам могу ответить. Почему так приняли решение? Я более чем согласен, что это неправильно. Районный исполком, он имеет такие же права, как выбрал. А их же Да. выбрали. Его ознакомили с Да. этим протоколом? Ну, я так понимаю, обязаны были. О чем мы разговор? Обязаны были. Ознакомили или нет? Если не ознакомили, тут вопрос не общему Курултаю. И Не человек, к новому который вчера руководству избрали. Курултая, Вчера понимаете, избрали. Потому что он к этому отношения. И я в том числе не имею. по телевидению Россия-1, по-моему, тоже говорит. Я комментировал вот эти протоколы, которые у нас есть, исходя из того, что мы видим и что у нас есть. Вот это письмо, которое направлялось тоже прежним руководителям Скажите, можете исполкома. уточнить, а это основа на чем? То есть на чем основываетесь, когда вот это вот ввели, пересмотрели? То есть это в уставе где-то прописано? Или какой-то закон Есть, я же говорю, есть положение о порядке избрания делегатов. То есть, Там прописано а все почему это. первый раз это как бы... Избрали почему? Вы опять не тому, чего Потому что вы вы задаете. делали. Это Я за исполнение. прежнее руководство не могу полностью ответить. Я только из тех соображений, что есть в Я бумагах. думаю, СМИ должно вот эту вот точку зрения нового руководства обязательно отметить у себя. Так? И раз новое Чтобы не руководство допускать в следующий от этого, скажем так, Ну, мы отдаляется, это, наверное, все-таки говорит о том, что Есть за правомерность протоколы, вот этого есть письмо, документа. есть протоколы, которые Это подписаны неверно, председателями районных курултаев, секретарями. Есть, значит, члены исполкома, которые участвовали на этих заседаниях исполкомов курултаев районов. Вот. Так как это происходило в районах, мы можем их позвать и с ними Ну, поговорить. смотрите, получается, мы сейчас вскрыли обман, да? То есть получается, Какой мы, обман? в том, что Давайте еще раз не говорю, переходим. мы еще раз Конечно, говорим, разные мнения. Адресные подождите, исключения. мы говорим о том, что у человека не было никаких штрафов погашенных. Почему? У Почему? него все было оплачено, Ну, есть почему? квитанции. Почему? Вот так утверждаете. Ну, потому что Вот, знаю, вот потому есть, что сам лично смотрите, платил вот этот на штраф. обозрение могу Справка показать. лежит. Есть справка, значит, Министерства внутренних дел. Она была приложена к этому протоколу. Можно Вот. посмотреть? Да, можно посмотреть. Вот журналистам на обозрение показываю. Есть, значит, могу прочитать. Если, я же не хотел вот все прямо вот озвучивать, но раз вопрос возникает, могу прочитать, что справка дана о том, что гражданин Алчинов Фаиль Фатахович, такого-то года рождения, проживающий там-то, привлекался к административной ответственности. Протокол номер 41/09-7401 от 16 сентября 2017 года по статье 20.2, часть 5 КоАП РФ. Материал Я лично сам оплачивал этот штраф. Есть Вот квитанция. написано, штраф в сумме 20 тысяч рублей не оплачен. Это на дату 24 За что? июня 2019 года. За защиту башкирского митинг мы проводили. Пункт 2. Протокол номер 15/09-7404 от 18.09.2017 года по статье 19.3 части 1 КоАП РФ. Материал направлен в суд. Штраф в сумме 750 рублей не оплачен. Ну, знаете, вот Это очень, позор. очень похоже, что этот документ принимался специально подрывать. Есть, Ну, есть, адрес, есть и да, оплаченный, очень есть и похоже, оплаченный извините. протокол. Я- Почему? я- Среди, 20 тысяч. среди этих 4 протоколов есть и оплаченный. Я вот да? могу, вот у нас прямой эфир, да, я могу в прямом Да. эфире сказать, что я лично сам ходил в Башкомснабанк
вот здесь вот на Пушкина, ой, не Пушкина, какая, на Гафури улице, сам лично оплачивал 20 тысяч и 750 рублей. Вот эти штрафы за себя 20 тысяч, за Фаиля Алчинова 20 тысяч и 750 рублей. Сам лично оплачивал. Я могу подтвердить хоть кому. Можем прийти в банк, найти ту дату, когда это оплачено было. Там есть все. Есть чеки оплаченные от самого банка. Или вы что, считаете, что банк тоже врет, что ли? Ну хорошо, если вы можете показать. Я же не документ Курултая комментирую. Хорошо, Это на ваш справка вопрос ВДНХ. ответили, а то мы сейчас Можно еще какие-то вопросы да, есть, тут еще куча других. У меня есть вопрос другой еще. Вот мне интересно, как финансируется организация? То есть вы говорите, что складываетесь, но вы же очень много мероприятий проводите. То есть это спонсорская помощь или что? Как это происходит? Вот на штрафы мы собрали, собрал народ. На последний, когда мне наложили штраф 150 тысяч, мы собрали за один день 360 тысяч. То есть каждый раз вы так собираете, получается? Нужные моменты, да, собираем. Вот это показатель. Да. Вот Курултай пусть попробует. Я еще раз уточню. Да, суд. Из 4 пунктов один протокол по штрафу, он есть оплачен. Остальные... Хорошо, мы это сказали, закрыли. Понятно. Забудь уже. У нас есть. Адресно было подана команда, придумать что угодно, исключить. У нас по поводу... И жопобезно шестерки По сделали поводу- бумагу. Что тут говорить? У нас по поводу финансирования. Вот как мы говорим, у нас, во-первых, мы сами скидываемся на офис, наверное. Да. Вот. Плюс где-то объявляем сборы на те же самые мероприятия какие-то, да? И многие думают, что мероприятие провести какое-то, допустим, нужно там, я не знаю, там вот, миллионы нужны. Там, вот некоторые просят- Асфальтаж, который в Владимирском районе проводится, да, выделили 3 миллиона рублей. А на Дни башкирского менеджера, который мы в прошлом году провели, мы там 80 тысяч нам хватило. 80 Ну, кто выделил Если вот 80 такие, тысяч? Есть? 80 тысяч. Если 3 миллиона, у нас были бы такие деньги, мы, не знаю, там. Все, республику собрали. Да. Элементарно, любой вот флешмоб провести кураистов, вот 100 кураистов, да? Мы провели его, ни в копейки не вложились, ни копейки, но только за аппаратуру в аренду там все взять. У нас свой есть генератор свой есть, который когда-то покупали. Где-то в каких-то местах нам помогают бизнесмены, башкиртар наши, где-то кто 5 тысяч даст, кто 10 тысяч даст. Понимаете? Вот из этого складывается сумма. А вы можете вот на данный момент число активистов, ну, кто состоит в вашей организации? Примерно. Председатель общества Башкирской женщин Республики Башкортостан, Нашей организации более 30 лет. Мы объединяем в своих рядах около 2000 успешных, активных башкирок. Несмотря на юридический региональный статус, мы работаем по всему миру, как все башкиры всего мира смотрят на нас и просят помощи и в вопросах реализации культурных программ и поддержки в вопросах языка. Поэтому у нас филиалы имеются и в Москве, в Петербурге, в Перми, в Оренбурге, в Челябинской области, в Казани. То есть работаем по всему миру. Это для справки. А вы как вас зовут? Мне? Артур, ради свободы. Иностранная агентство. Так что давайте, я посмотрю вас с удовольствием. По поводу, с чего вы начинали вопрос, то, что Башкирская национальная организация должна заниматься только культурой, мы с вами не согласны. Условия созданы в республике и в Российской Федерации. Все, как граждане Российской Федерации, имеют право активно участвовать в общественно-политической жизни всей страны. И у нас много женщин, которые являются главами сельских поселений. Вот многие выдвинулись на муниципальных выборах, многие претендуют, что будут возглавлять сельские поселения. Много успешных политиков среди наших женщин, также и ученых, руководителей. Поэтому здесь я совершенно не согласна. С вами, с вашим вопросом, с тем, что это говорил вы главы сказали, республики. что Я в точности передал его слова, цитат, понимаю.
У нас условия созданы, мы занимаемся работой. Это во-первых. Во-вторых, вот ребята, показывая на меня, как на ветерана Союза башкирской молодежи, много уже сказали, но как одна единственная, наверное, среди вас из ветеранов Союза башкирской молодежи, хочу сказать то, что в свое время мы занимались чем? Физической подготовкой, спортивными мероприятиями, организационными, культурными, массовыми мероприятиями, духовно-нравственным и вот патриотическим воспитанием подрастающих поколений. То есть вот те же большие мероприятия, как Кешлик-шоу, Урал-Мова, Галухай, Дни башкирской молодежи, они все истоки, да, нашли как раз благодаря нам. И тогда, к сожалению, не было таких возможностей, чтобы народ скидывался на эти мероприятия. Мы сами скидывались свои ресурсы, свои средства, сами собирали и проводили за свой личный счет. Что и до сих пор, вот объединяя матерей нации, чувство башкирских женщин, все мероприятия мы стараемся за свой счет. Вот когда утро Итбаклайова, çünkü her мероприятие, o kimde ki tane sabit ödevler, bir halktan yemeği, bir kirhense halk kadirine karışalım. Поэтому здесь уят боларыны, конечно, халктан едет, халк кляны, директор должны быть самодостаточными. Поэтому нужно работать, нужно развиваться, народ нужен успешные люди. Что касается башкирского языка, как ученая по башкирскому языкознанию, да, я согласна с тем, что необходимо создавать условия, необходимо создавать среду для общения нашей молодежи. Те же башкирские мультфильмы, те же башкирские мероприятия, которые, но все зависит от семьи, все закладывается именно в семье. Поэтому родной язык мы должны передавать своим детям, прежде всего. На Руслан просто и кехудейтен, и келяс акцента. Значит, ты башкирским языком не владеешь. Играйнайк, не всегда сложили ошибок, но керек, я керек было давать. Не yardım interveri zaman. Урусалонда устен, была причины можно придумывать очень много. Если ты себя позиционируешь лидером башкирской молодежи, будь любезен, давай разговаривать на башкирском языке в совершенстве. Акцент это не показатель. Но акцент это не показатель. Тимур Мухтаров акцент на Леша. Сам башкирца хадер Леша. Минда шу элек тик руста Леша. Договорились, что в будущем надо тут сравнивать, это не тот, документу директор. Олайта шаяры килиши отыра. Бында сынакта һәр генә үлегездән башлана. Бана был башкорт теле секцияның җитәкчесе буларак алып барды мына Құрылтайга ярдәм итәргә егетләргә, хотя я сама не член исполкома. Да, проблемы возникают. Почему? Потому что где-то не хватает учебников, где-то нужно совершенствовать методику, где-то нужно работать с учителями. Некоторые просто ходят, чтобы получать зарплату, а нужно же заинтересовать детей. Шлайбы. Құрылтайға келгенде. Меня икенче тапкырмына бірден халық алдында уят болды. Первый раз мне очень стыдно было, когда я, как куратор молодых лидеров республики, как молодежной общественной палаты, повела ребят туда посмотреть праздник башкирской молодежи. Бренсе башкорт Яшкаря Құрылтайна. И как некрасиво из-за того, что обидевшись, что кого-то не посадили в президиум, начали забрасывать фактами. В период подготовки к Құрылтаю я выезжала награждать матерей нации в другие регионы за свой счет. В то же время и Узбекистан. Я видела, как все хотели стать делегатами, потому что это единственный шанс для представителей нашего народа, которые живут вдали от
своего отечества, приехать, посмотреть, пообщаться, перенять что-то и увидеть наконец-то праздник. Bilmeydi Özbekistan'dan sigaret buna avbasıptı. Hatta gitti yine onun kvotu у вас. Но не у всех есть средства. Сами понимаете, перелет дорогой, проживание то же самое. У многих нет родственников. Многие не могут приехать в свое отечество и хотя бы посмотреть, что здесь, вот, как оно изменилось. И балкондан сыйнап кыскырып бергенде шул тиклем уят болду, көңүлүм жерге түшүп кетти. Хотя бы вот в таких случаях егиттер әдрәк кенә әдәп булырга тиеш. Потому что мы привыкли ко всему. Мы уже привыкли к разным выходкам. Но здесь все-таки мы должны были подумать о людях, которые приехали в гости. Тем более еще главной администрации возглавляли все делегации. Ладно, вы как-то не хотя бы в нашу сегодня почему я не одна? Я услышав, что у вас конференция, что у вас будут задаваться такие вопросы, мы выехали в очередной рейд с народным контролем. У меня вот разные национальности ребята в моей команде. Да, хотели и матери нации, члены общества башкирских женщин, 60 членов у нас только совета, управляющий орган. Видите, я сказала нет. Бында егеттер менен дебет билешеби, мына кыздарды алдык, которые у нас матбугатта работают, чтобы они в реалити увидели вас. Потому что много слухов. Много в социальных сетях вы сами себя преподносите, может быть, как-то не так. Что посмотрели, увидели. Все равно, когда разговор идет о башкирах, о нашем народе, моя команда всегда смотрит на меня, потому что я представитель башкирского народа. И вот эти все вопросы, какие-то разлад между собой, это я тоже переживаю из глубины души. Поэтому егеттер, эшләргә уны кәрәк матур итеп, тәртипле итеп, итәгатьле итеп. Урам буена сыгып кыскыра торган замандар үткән. И не нужно клич бросать для сбора денег. Ну давайте работать. Что вы говорите, лидеры? Придумывайте бизнес или башкалина. Ювар билимдербез бар. Шул мәктәпкә барып эшләгән сафта. Почему бы и нет? Яшьләрдә тәрбияләгән нигәләр. Менә мин үзем дәүләт кешеһе түгелмен. Дәүләттән бер тиңакса алмыйм, үзебезнең предприятиелар. Но шулай булуына карамастан, мин дәүләттең терәге булырга һәрвакыт әзермен. Халыктарның бердәмлеге булган өчен һәм безнең халкыбыз яңлышырга бакмаган өчен. Әсәйләребезнең йөрәкләрен баклап. Можно, конечно, уйламайса хәбәр әйтергә, адактан уйлап аптырап утырырга. Бөтен гаиләләр, балалар да бар. Үзегездә хаклар егеттәр. Можно мне сообщать? Здесь у нас значит, любой может издавать, не только вопросы. Вы так меня башкортлар курултайына, бөтен филиалдар, лаулар, ямагат башлангыстарында эшләйді. Аппарат кирәк. Мына хәтерләйме, Азнабаев булган сакта мине сакладылар курултайга. Кайлап куйдылар член исполкомитета, мин как раз администрация эшләйм. Шагын председатель отдела итеп, по делам религии. Ну, бразманам заседание исполкомитета. Мин килгәйнем, Азнабаев тора, Совет план устав буенча инде ярамай икән алга. Мына бу егетләр төшереп калдырдылар делегатны. Шуны точно такая же основа. Шуңа БКБны мин карайм, посредник булыр ди. Башкорт ысын ямагат оешмалары һәм дәүләт араһында. Кызганычка каршы БКБ посредник. Бу исполнитель булыр. Вот шуңа катышылык отношениялар бар. Әгәр дә ул посредник булса, мына бу егет кыстырмас иде. Ул бит торып нәмә әйтте. Һүз сорам. Килсенбаев әйтте. Аралар бармы? Анда видео бар. Бу минем бар. Көйләй башланы. Төшүгет ишетелмәй иде.
Шулай болды. Кәрәкәм мәхәрбетті хәл көрет алар. И аны юлда тұрып бұрып, қолын шақырып алып кеттілер. Ошында қысқыра башлады. Сыйылда, әйтпенсек. Ол сыйылда қысқырмасын. Әгәр дә аңа мөмкинлек бирһәләр, сыгып микрофонда һөйләргә. Ол күпкә ВКБ өстендә, безнең өстендә, алар өстендә, анда катнашканнар өстендә отышу булыр. Моны мин аңламайм. Мына ошо Кесенбаевтың сакыруын һәм ул сакырганда ниндәй көстәр Илмердин колын барып алып сыгып киттеләр, шуны аңламайм. Нема керек председателя? Башкорт хатын-кызларының бәйтен. Башкорт хатын-кызларының да. Хорошо. Мен брат исполкомның яңгы Башкарма комитеттің рәисе. Вы агай чей кого представляете? Исполком. Член исполкома курултая, да? Хорошо. Минда. Меня, брат, вопрос. Когда чего руки-то дрожат? Это я Виталий. Директор. Я видел просто, просто вопрос, зачем руки дрожат? Глупый вопрос, не нужно отвечать. Не, вопрос. Это я Виталий, Меня не секрет, я берет еще. Зачем руки дрожат? Просто мне интересно. У меня руки не дрожат. Хорошо. Привет. А у вас, вот вы патент обладаете сказать, да, председатель Союза женщин Башкортостана, да, как я понимаю? Общество. Общество, да? То есть, представляете, как бы в общем женщин Башкортостана, Башкорт хатын-кызларының, да? Башкорт хатын-кызларының. А дети есть? Есть. Сколько? Ну, личные вопросы вот так задавать. Ну, просто минимум, просто ты А когда у вас личный интерес, мои личные интересно, да. мы можем без свидетелей с тобой выйти и разобраться. Принимайте. Да. И потом, она шутиком электрик каланахом, беренсина, вот она шло, она лунный символ. Просто ты вызов бросаешь и по ходу дела она барбасандала ені тұтып ысынап та тәртіпке отыртқан кіші болмаған ата сенімде. Шуға көре мына туғаным үлкен кіші менен олай деп күйлешмейді. Yok, мына яшьләрдә максимализмына Вопрос. У меня тоже молодежь есть, у которого вопрос кипит. Мне это было любопытно, я задал вопросы. Все, я исчерпал свой интерес. Можно я тоже добавлю? У вас скажешь сейчас, журналисты, если есть еще вопросы, а то мы потеряем времени немножко нити. Да. Отвлеклись. Мы уже не знаем, на что реагировать, на что внимание обращать, кому задавать вопросы. Ждем просто. Ну, я думаю, что главный вопрос реагировать надо на то, что мы будем искать, сюда собрались, искать точки соприкосновения. Вы сейчас стали свидетелями нотации, которых Не будем нотации читать. Есть недоумение. Просто хотим сказать, много общественных организаций, они должны соприкасаться друг к другу. Помогать. Вы же коммерсант представляете, да? Сейчас. Вы коммерсант представляете? ЮТВ. У вас есть вопросы? Давайте мы все-таки тогда. Есть вопросы у ЮТВ? Нет, вопросов нет. Вопросов нет, так? А то МКС вот действительно уже ушел, потерял интерес, и если мы вот так вот будем жвачку жевать, то я боюсь, что все остальные тоже разойдутся, не задав вопросы. А их есть вопросы? Аргументы недели, это немножко другая газета. Не надо. Да, у меня есть вопрос конкретно к представителям Башкорта. Скажите, пожалуйста, вот, в принципе, вы одни из немногих общественников, кто действительно что-то пытается сделать в нашей республике. То есть проявляйте активность, отставьте свою, ну правильно или неправильно, это другой вопрос, точку зрения. Тем не менее, ну вот сидите вы в каком-то странном неприспособленном помещении, хотя, в принципе, не имеете, видимо, финансирования как общественной организации, с какого-то там бюджета, еще что-то такое. Что вам нужно, чтобы как бы в полной степени использовать ваш потенциал, чтобы включиться в общественную жизнь республики, чтобы как-то позитивно повлиять, вот, скажем так, на происходящие в ней процессы? Вы, в принципе, одна из немногих общественных организаций республики, которая действительно действует на общественных началах и что-то действительно пытается сделать. Но вы, я думаю, что вы можете сделать что-то полезное для республики. Итак, какая помощь вам нужна? Почему не получается взаимодействие? Вот в чем вы видите проблему? Можно я отвечу? Во-первых, после того, как назначили главного Хабирова, мне пришлось встретиться с Бадравым, пообщаться, где он предложил, если будете
переименовать свою организацию Башкорт. И все мероприятия, которые вы будете проводить, согласовывать с нами, в каких-то моментах мы будем вам помогать. Вот такие у нас были разговоры. Да, если в группе какие-то новости будете выкладывать, согласовывайте с нами. Такие ультиматумные формате у нас вообще не получилось. После этого все и началось со стороны Бадранова. И на сегодняшний день вот таких состояниях. Поэтому и если бы они помогали нам, вот, те же рейды проводить, да, Хабиров сам выступает, да, однако никто, хотя говорят, администрация, там, правоохранители, участковые, да, активно работают, никто там равен не работает. У нас есть филиалы, единственные наши ребята, которые там есть, вот они искренне борются. Вот. А если бы помогли в этом вопросе, реально, и административные, и сотрудники, нам бы легче было. Мы бы много чего сделали. Наоборот, в Зианчинском районе их поймали и не оштрафовали. Если коротко, то вот, если не будут мешать нам, это уже это будет большой плюс, и мы будем работать на благо республики и всего многонационального народа Республики Башкортостан. Вот лишь бы не мешать. Вот и все. И не обзывали. Да, и то есть не... Это взаимно. А так мы готовы работать, потому что Взаимные цели, они общие. мешают, что они вот, когда заявились на площадку, где будут проводить Дни башкирской молодежи, заявились они месяц там назад, вы знаете, накануне за 4 дня, даже за 3 дня, эту площадку, открытое поле, заняли. Ну, представляете, Башкирия, вот правильно говорит, земель много. Опыт Для чего это российский нужно большой. было? А? Опыт российский большой. Вы смотрите телевизор, видите же, как происходит все. Это все разные ветви власти по-разному понимают. Я соглашусь. Вы Да. сказали, это должно быть взаимно. Они не мешают, Вот. они не обзываются. Вот только что. Если у них денег нет, необходимо идти на гранты какие-то, общественным организациям, значит, регистрироваться. Нужно, значит, как-то, если ты идешь, значит, надо добрые, хорошие надо сеять, а не в конфликтах. В конфликтах мы ничего не заработаем. Можем, кто-то отдельные личности получит политический плюс, а хорошего для народа, для населения ничего не будет. Еще раз. Это я могу как военный человек сказать. Нет, вот московский ансамбль Ахтырная, Вишенбаев, выгнали с Дома культуры. Ну что это, хорошо. Вот еще раз, мы готовы, вот на камеру наши говорят, мы готовы взаимодействовать и работать на благо республики, на благо башкирского народа и многонационального республики, потому что те же самые, вот я говорю, антиалкогольная кампания, она на благо всего народа идет, да? То есть те же самые мероприятия культурные. У нас 3 спортивных мероприятия в этом году не смогли мы провести, потому что нам помешали, нам не дали площадки, как в прошлых годах, которые мы просили. При Хамитове давали. Здесь не дали. Данил Гайнуров пришли, он сказал, нет, через него хотели просить. У нас турнир по волейболу есть, турнир по футболу есть. К сожалению, мы не смогли их провести. Сколько человек в правлении Башкорт? Правление. Изарала Гайнурова. Все вышли. Председатель? Зама? Руслан Зам. Нет. Не знаю. Необычный член. Еще есть Больше вопросы? Вопросы закругляемся. Вот, хочу еще добавить, как мы работали, вот все эти 5 лет, так и мы будем работать по благу народа. И то, что вы говорите, что мы не хотим или создаем конфликтные ситуации, в последнее время ни разу такого нет. Вот в Пушкалу проводили время, да, там устроили бал-маскарад. Там, это мы что ли? Главный канал выкопали, попало в чужие машины. Зачем вот это надо было? Зачем? 12 дня, 30 градусов жары опрыскивают. Где надо искать провокаторов? Вот тот же Курултай, да? Вроде избрали делегатами, пришли, спросили, есть желающие выступить? Спокойно поднял руку, да? Хотел выступить. Но где здесь провокации? Я понять не могу. По ДБ, да, Дни башкирского района. Поэтому ежегодно проводили. Участвовали в спортивных мероприятиях, там никто не пьет, никто не курит. У нас жестко в этом вопросе, да, и в итоге как получилось?
По И в этом пленарном случае, заседании- подождите, я же вас не перебивал, когда вы По говорили. ситуации, которая Подождите, в я пленарном вот заседании, там потом. можно сказать, что правоохранительные органы могли испугаться, допустим, когда человек с протянутой рукой Вас что, идет и вывести, что-то что ли? делает. Председатель ведет пресс-конференцию, давайте все-таки его слушать, ладно? Потом, Вот о чем и разговор. Это не Курултай Башкир, где вы выводите людей. Мы тоже с вас берем пример. Продолжай, Фаид. потом вот это все негативы, которые направлены на нас, это ни к чему хорошему не приведет. От того, что мы говорим, да, что у нас в республике все хорошо, надо работать вот, не так, а по-другому. Сейчас не те времена, чтобы кричать, выходить в улицу, митинги проводить. Да. Но однако мы катимся вниз, мы все теряем. А те, кто говорят, что не надо так бороться по-другому, но я результатов не вижу. Какие результаты? Переименовали президента. Курултай сказал что-нибудь? Убрали язык. Что сказал Курултай? Насчет Торатов, да? Когда-то все были, да, никто не выступал в защиту Торатов. Всемирного Курултая, да? И один не вышел. Как сказал Хабиров, все там. Все говорят, что мы оспаривали. Вот по вопросу Куштау, что вы скажете? Будете защищать Куштау или нет? Ну, если вопрос, я Курултай, отвечу, как сказал глава республики. я вопрос задаю председателю Курултая. Вы встанете в защиту Куштау? Вот мы скажем, мы встанем. Вы встанете? Мы защищаем все шиханы. Хорошо, ладно. Вот если начнутся нападки, мы посмотрим, как вы защитите. Вы его перебиваете, Нет, молодой нет, человек нет. еще не все, может быть, понял, но на заседании и на предварительной подготовке все вопросы были обговорены. Когда 700 человек в зале, кто-то кричит, орет, что-то требует, это провокация. Это явная провокация. До этого работали определенные органы. Где были вопросы, вы туда могли задать. Потом, после вас, девушка подняла, значит, вопрос задала, и тут же ответили, ее приняли. Вот сейчас я знаю, что точно принял глава республики. И также можно было бы и его вопрос, и ваш вопрос решать. Но когда провокация делается, это нехорошо. Это мы даем повод. Вот у нас первый раз, я когда в Дальнем Востоке служил, я услышал про Башкирию, знаете, средства массовой, и мне было даже обидно, хотел плакать. Первый раз у нас, значит, в Илишевском районе застрелили главу района. Помните, да? 92 год. Это мы. Дуртинецком районе. А что вы можете про это знать? А что вы можете про это знать? Я все знаю. Про убийство мужа. Я знаю. Расскажите мне, Ну так пожалуйста. ну, зачем мне сейчас рассказывать не об этом вопросе? Время, наверное, да? Это стыдно было, это вот провокация. Да, провокацию сделали. И демократия получилась. Рад всем, кто пришел, всем большое спасибо. Я хочу еще раз сказать, как мы работаем, мы так и будем продолжать работать во благо республики, во благо народа. И мы готовы с другими работать. Да, и все, что мы делаем, все, что про нас пишут, да, это мы потом увидим вот это плоды, которые работают, и все станет на свое место. Аллах свидетель. Вот правозащитников один пример хочу привести. В 1982 году решили собрать всех добровольцев первого набора в вашу КГБ заниматься. И по всей республике нашли 13 человек вместе с генералом Беловым. И вот эти 12 человек, двое Кусимов и Баймак, они не могли поехать, 10 человек поехали, мой отец тоже, и провели встречу. Это первые добровольцы.